всего есть ту пищу, которая, во-первых, не перегрузит ваш организм и не заставит отдавать все ресурсы на переваривание, значит, пища должна быть легкой. Во-вторых, даст вам энергию на много часов вперед. Если вы едите мучные блюда с содержанием жиров, это наша традиционная крымско-татарская кухня, то происходят две вещи. Мука очень быстро переходит в энергию, и уже через полчаса-час вам ее не остается. А жиры дают нагрузку на пищеварение, и все ваши силы, вместо того, чтобы быть активным, уходят на переваривание еды. Я бы рекомендовала есть с утра каши из цельного зерна, любые каши, которые вам нравятся. Пусть они будут с молоком, фруктами, орешками, медом. Вы можете добавить сухофрукты. Также я люблю разнообразные завтраки с яйцом, потому что это одна из легких форм потребления белка. Яичный белок, он легок при его потреблении и при этом дает силы и энергию на много часов вперед. Важно, чтобы в вашем ифтаре было сведено на минимум количество жира и быстрых углеводов, таких как мучное и сладкое. Достаточно будет уйти от традиционных рецептов, в которых использовано много маргарина, масел, жирного мяса, жареного и, конечно же, наше любимое всеми тесто. И потреблять все виды продуктов, мясных, овощи, фрукты, яйца, рыбу, птицу. Потребляйте все это, делайте разнообразным, готовьте в духовке, на пару, варите, делайте из этого различные горячие блюда. Многие думают, что Рамадан – это такое время, когда целый день ты не ешь, чтобы потом есть всю ночь. Но Рамадан – это не месяц еды, Рамадан – это месяц воздержания. Вы можете есть столько, сколько вам хочется, поскольку Аллах разрешил есть всю ночь, однако помните все-таки об истинном предназначении поста и о том, какую колоссальную нагрузку вы оказываете на ваш организм и какой вред вы ему наносите, занимаясь перееданием.